Добрый день. Медер Ахматов, репортер KG. Два вопроса. Первый. Как вы оцениваете работу вашего заместителя Эдиля Байсалова? Как вы относитесь к критике в его адрес, справедливо или нет? Второй вопрос. Принятый налоговый кодекс создает неравные условия работы для бизнеса. Так, не все компании с годовым оборотом до 30 миллионов сомов могут перейти на упрощенный налоговый режим. В частности, действующие плательщики НДС могут это сделать только с 1 января 2023 года. Таким образом, получается, что бизнес с одинаковым оборотом должен оплачивать разный размер налогов. Как вы это прокомментируете? Эдиль Байсалов учится быть одним из руководителей правительства. Там, где есть работа, там всегда будет критика. Но я думаю, что у него очень достаточно большой потенциал. И надеюсь, если он научится управлять чуть-чуть эмоциями, все-таки многолетний опыт НПО иногда дает себе знать. А так, надеюсь, что он идет в правильном направлении. И я, например, очень сильно ощущаю его поддержку по многим вопросам. Думаю, что если дать ему время, из него выйдет очень хороший руководитель республиканского уровня. Что касается налогового кодекса, работа над ним идет, налоговый кодекс принят, очень широкий спектр возможностей. Около 2500 компаний, которые дают нам более 80% налогов, они хотят, чтобы налоговый кодекс в сегодняшнем виде работал. Единственное, чтобы мы улучшили возврат НДС и ограничили от неправомерных проверок. Перешли на дистанционные проверки. Мы работаем над этим. Есть сектор торговли и услуг, который составляет более 52% ВВП, но при этом платит налогов всего 5-7%. Пришло время начинать учет, контроль движения товаров. Мы этим на сегодня занимаемся. По решению главы государства, уважаемый президент Асадара Нургоджоевича, все предприниматели с оборотом до 8 миллионов сомов освобождены от любых видов налогов, если использовать электронную счет-фактуру или контрольно-кассовую машину. Мы отказываемся также от понимания того, что патент позволяет списывать на него материально-товарные ценности. Патентом могут пользоваться только индивидуальные предприниматели. То есть там работа идет. Вчера ко мне обратились рестораторы, предложили убрать порог до 30 миллионов сомов, но они готовы при снижении не 8, а если сделать 6%, готовы платить налоги, не дробя бизнес и выйти в открытую, полностью начинать платить налоги. Мы переходим в сфере общепита услуг на вообще мировые принципы. Есть клиент, платишь налоги. Нет клиента, не платишь налоги. Поэтому я думаю, конечно же, многие годы люди привыкли не платить, не люди, а бизнесмены, не очень добросовестные, которые думают, что за счет налогов можно и заработать большую прибыль. Они не привыкли платить налоги. Им немножко тяжеловато. Будем объяснять, идти вперед. Налоговый кодекс – это не догма, не Коран. Он может перетерпевать изменения, дополнения. Мы готовы к сотрудничеству.